Память Алихана Калиматова посвящается. В Ингушетии отметили годовщину трагической гибели героя России. Как выявить нарушителей участников свадебного движения? Провести рейд ГИБДД. Чтоб вы так жили. Алкун признан самым чистым селением Ингушетии. Добрый вечер. Это новости 24. Ровно 10 лет назад трагически погиб Алихан Калиматов. Он был настоящим патриотом, всю свою жизнь посвятил обеспечению безопасности страны. И погиб как настоящий герой, герой России в возрасте 38 лет. В Магасе состоялось торжественное открытие мемориальной плиты в память о Калиматове. Его именем названа одна из улиц столицы Ингушетии. Ну а в Сунже с героем страны неразрывно связана 4-я школа. Репортаж Юсупа Гелесканова. Герой никогда не умирает! Герой в нашей памяти живут! Церемония присвоения одной из улиц Магаса имени Алихана Калиматова считается открытой. На торжественном мероприятии присутствует глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев, начальник УФСБ России по Ингушетии Александр Куманяев, юноармейцы, родственники и, конечно, сослуживцы героя. Перед открытием мемориальной доски первое слово предоставляют главе Ингушетии, который отметил, что Алихан Калиматов до самой смерти был верен присяге и своей стране, и что память о нем будет жить вечно. Его подвиг – это дань сегодняшнего солнечного дня. Мы позавчера в Самаре открыли великолепный бульвар имени Алихана Калиматова. Казалось бы, где Самара, где Республика Ингушетия. Это еще раз показывает, что международный терроризм и любое преступление в любых ее проявлениях, оно угрожает не только нашей республике, не только нашей великой стране, но и всему миру. Увековечивая память наших героев, мы отдаем дань уважения им. Мы говорим спасибо его родителям за то, что воспитали достойного сына. Сегодня мы говорим его братьям и детям, что мы не забыли подвиг вашего отца и брата. Указом президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленных в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Калиматову присвоено звание Героя Российской Федерации. Я с ним был лично знаком и хочу отметить, что человек большой души, огромного сердца. В период нашего общения он всегда чувствовалось в нем те патриотические моменты. Достойный офицер, который был пропитан чувством патриотизма. Он душой болел за то, что в 2007 году как раз непростая обстановка была на Кавказе. Террористические проявления практически были каждый день. И, безусловно, он мечтал о таком дне, как сегодня. Я хочу благодарить всех, кто участвовал в этом знаменитом дне сегодняшнем. Не только просто нашему брату, а герою России. Спасибо всем, кто проложил каждый наш момент, когда этой встречи, когда просто было все выглядело красиво, достойно. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, брат и сын Алихана Калиматова, торжественно открывают мемориальную доску и возлагают красные гвоздики. Алихана я знал как односельчанина, он был моим ровесником. Был очень хорошим, порядочным парнем. Также знаю их семью. Могу сказать только хорошее о нем и о его семье.
В родном городе героя Сунже в честь Калиматова также названа средняя школа, в которой учился Алихан. Здесь же установлены стенды памяти с фотографиями и барельеф, где высечен портрет героя. Весь педагогический коллектив и коллектив учащихся, мы сегодня очень рады тому, что мы имеем возможность носить имя героя, нашего выпускника Калиматова Алихана Макшариповича. Конечно, это наложило на нас большую ответственность, и мы постараемся с честью нести это звание. Семья Калиматовых проживает неподалеку от школы имени героя. Мать Алихана Калиматова уже в преклонном возрасте. Большую часть времени она проводит в постели, но высоким гостям бабушка была рада. Утешает родных и то, что кроме боевых подвигов он оставил еще и достойного сына, который во всем похож на своего отца. Али своего папу-героя помнит смутно, но пойти по стопам отца делать чести, считает он. Мне очень приятно о том, что моего отца помнят за его дела, и это вызывает только положительные эмоции. Хочу достичь хотя бы примерного уровня. До такого уровня, конечно, невозможно достичь, но я попытаюсь. Главная задача и цель, которая стояла перед Алиханом Калиматовым, это защита своей родины и отстаивание ее интересов. Этому делу он посвятил целую жизнь. Юсуп Гилесханов, Рамазан Зурабов, Новости 24. Он был одним из символов Новой Ингушетии. Алихан Макшарипович отдал свою жизнь, отстаивая целостность России. Это человек воинского и человеческого подвига. Так о нем сегодня отзывается глава региона. О богатом, временами сложном пути подробно расскажет Алексей Ковтун. 17 сентября 2007 года Ингушетию облетела горькая весть. Не стало народного героя, борца за справедливость. Того, с кем связывали надежды на возвращение похищенных в разное время родных и близких. От бандитской пули погиб Алихан Калиматов, сотрудник Центрального аппарата ФСБ России, много лет подряд находившийся в командировке на Северном Кавказе. Эта новость тогда попала в заголовки не только ингушских и московских, но и самарских газет. Именно в этом городе на Волге Алихан Калиматов жил и служил до своей последней командировки на Кавказ. Сегодня, говоря об этом, с его земляками, с его родственниками, в первую очередь членами его семьи, с его женой, детьми, я хотел бы сказать, что они вправе и могут гордиться тем, что Алихан Макшарипович сделал при жизни. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. Ровно 10 лет прошло с момента трагедии, которая лишила родителей сына, сестер брата, детей отца, а коллег верного друга и соратника. В этом году Алихану Калиматову исполнилось бы 48 лет. Родился он в 69-м, станица Орджоникидзевская. В своей большой семье он был младшим, 7-м ребенком. Когда пришло время служить в армии, Алихана отправили сначала в далекое Забайкалье, а потом и вовсе в Монголию. В родную Ингушетию он вернулся в начале 90-х. Самый активный был участник в движении по восстановлению нашей государственности, нашей республики. Мы в целом создавали тыл для тех, кто на федеральном уровне занимались этой проблемой восстановления нашей государственности и создания Ингушской республики. Добытые им оперативные материалы неоднократно напрямую докладывались руководству Федеральной службы безопасности и всегда носили четкий и выверенный характер, объективно отражая политическую, социальную и экономическую жизнь Северного Кавказа. Но даже самые долгие служебные командировки подходят к концу. 18 сентября 2007-го Алихан должен был вернуться в Москву. Оставалось завершить последние дела и попрощаться с друзьями. На следующий день Алихан заехал в кафе «Войнах» на федеральной трассе у села Газиюр. Там у него была назначена встреча. Спустя полчаса он вышел, сел за руль и уже собирался ехать домой. Все произошло внезапно. Его машину заблокировал другой автомобиль, из которого выскочили 2 боевика в масках и с автоматами. Позднее в автомобиле Калиматова насчитают 130 пробоин, а раны, полученные Алиханом, оказались несовместимы с жизнью. Через час он скончался в приемном покое Назрановской городской больнице. Очень многие ребята в Ингушетии уважают его до сих пор и почитают. А это большое счастье для каждого брата, когда ты сидишь, и ты, когда говорят о твоем брате, ты не краснеешь, а в анамнезе становишься ровно, и ты гордишься этим.
Вот и есть счастье. 4 ноября 2007-го указом президента Российской Федерации за мужество и героизм при исполнении воинского долга Алихану Калиматову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Алексей Ковтун, Новости 24. Самые теплые слова в адрес Алихана Калиматова звучали и в Доме культуры Назрани. Там прошел памятный вечер, посвященный Герою России. Большую концертную программу подготовили артисты ингушской эстрады. Залина Магушкова расскажет подробнее. Строками Саида Чахкеева о герое Алихане Калиматове открывают памятный вечер. Его биография легла в основу многих книг и статей. О его жизни снято много передач. Участникам вечера представлен один из фильмов документального телецикла «Страницы истории самарской контрразведки». Здесь отражены биографические факты из жизни Алихана Макшариповича, а также его семейные и детские фотографии. С 1976 по 1986 год Алихан учился в школе номер 4 станицы Слепцовской. 60% преподавателей этой школы были участниками Великой Отечественной войны. Алихан очень уважал своих учителей, и ему было стыдно учиться плохо. Каждое поколение рождает своих героев. Отодвигая личное, они решают посвятить свою жизнь служению Родине, порою ценой собственной жизни. Именно таким был Алихан Калиматов. Думал о нас с вами, о сегодняшнем дне, о том, чтобы мы мирно развивались, процветали в нашей сильной и могущественной стране и в нашей маленькой родине в Ингушетии. Дал Елизавета Диаполосом, дал Лису Иман Сабалов, дал Диаполос, он будет вечно жить в наших сердцах, а наш с вами долг даже, это пронести все то, к чему он стремился, работать, созидать для того, чтобы наше поколение, наши потомки получили то, к чему он стремился, мирное и светлое будущее. Высокие качества человека воспитываются прежде всего на примерах. Герой России Калиматов достоин того, чтобы молодое поколение знало и помнило о нем. Многие могут и должны равняться на его подвиги. За такое короткое время, 20-30 минут, то, что я пообщался с ним, я в этом человеке увидел мужество, храбрость. Артисты ингушской эстрады исполнили в честь Алихана Калиматова композиции о героизме и мужестве отважных людей, прославляющих свой народ. Залина Магушкова, Магомед Дидиков, Новости 24. Ярмарка вакансий в режиме онлайн. В Министерстве образования республики уже во второй раз провели открытый конкурс на замещение вакантных должностей директоров общеобразовательных учреждений Ингушетии. Собеседование в течение нескольких часов транслировали в прямом эфире национальной телерадиокомпании. Конкурс проводился по 11 школам. Всего поступило 31 заявление со всех районов региона. Конкурсная комиссия в полном составе на месте. Как из вас многие знают, расскажу о правилах и порядке проведения нашего конкурса. Сейчас у нас состоится второй этап. Сегодня у нас состоится и второй, и третий этап. В настоящее время начнется второй этап. Это тестовые задания. После тестовых заданий члены комиссии проверят ваши результаты. Те, кто ответили на определенное, необходимое для того, чтобы пройти в третий этап конкурса, количество вопросов, кто ответит, они проходят в третий этап, то есть то самое собеседование, да? Те, кто не прошли, попытаются в следующий раз. Сейчас вам раздадут тестовые задания, и мы с вами начнем работу. Результаты будут опубликованы через 3 дня на сайте Министерства образования Ингушетии. Совет безопасности совместно с Управлением по делам религии и ГИБДД Ингушетии провели рейд в Малгобекском районе. Выявляли шумные свадебные кортежи. Об очередной проверке по поручению главы Ингушетии расскажет Зелимхан Калоев. В воскресенье на дорогах ажиотаж с сигналами и пробками. Все потому, что в этот день играет свадьбу, которую не обходится без кортежей из дорогих иномарок и помех для водителя обычного транспорта.
Чем длиннее колонна, тем престижнее свадьба, считают многие молодые люди. Но что делать с ДТП, которые случаются каждый день на дорогах, не говоря уже об авариях на свадьбе? Мнения старейшин по этому поводу во многом сошлись. ماشينا شام علي موجود هنا شورت ميرج دخ حتى فيكيشنا أنا تصدر عضير أربعة فوسم داس باخشنا سقول قيوات سأش قوة ماشي نشان قبل داخل سقول قداتش مو يالش فيكيشنا أنا تصدر دير سقول قبول يالتشو حيت حواري لقى بيدني خبرها لقى بدي هنا بركة خضر حوجة وي زمان خو زمان بهاشتي حاشتي وقت دوت سقواش مدو سويدستي دوق بيدني خقوها وسات فوسم ده حالات اتك حاشك حجي حقوق حجي. Несмотря на неоднократные замечания со стороны старшего поколения, молодые люди умудряются втайне от них пристроиться к небольшому кортежу, в результате чего образуется большая незапланированная колонна. Такие воскресные рейды проводятся согласно недавнему поручению главы Ингушетии. Уже зафиксирован целый ряд нарушений, таких как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, тонированные стекла. Это еще не полный список. свадебный кортеж байер аккуратно лиштеха нарушает все правила дорожного движения. Масна ежи мероприятия. После их уголжер, выездные и стационарные после их уголжер. Жить согласно традициям никто не запрещает, но каждый должен осознавать, что из-за лихачества свадьба в один миг может обернуться большой трагедией. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Алкун назван самым экологически чистым сельским поселением республики. Это подтвердилось в ходе объявленного в России Года экологии. Был реализован проект «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований». Селение выдержало все предъявленные статусу требования. Залина Магушкова расскажет подробно. В год экологии в республике был запущен рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований. Цель проекта – определение муниципалитетов с наиболее экологичной системой управления. Вдобавок, это возможность жителям обратить внимание на недостатки работы местных властей в сфере экологии. По итогам отбора данных самым экологически чистым сельским поселением региональным комитетом экологии объявлен Алкун. Победило сельское поселение Алкун Сунжинского муниципального района. Санитарно-экологическое состояние – один из важнейших критериев экорейтинга. Алкун в первую очередь может похвастаться тем, что у них сельской свалки нет совсем. Была, но она успешно ликвидирована. Свалка здесь просуществовала с 2010 года. В этом году ее ликвидировали в соответствии с планом по улучшению экологии, утвержденным главой республики. Въезд к полигону закрыт, и жители не могут бросать там мусор по старой привычке. Впрочем, в этом не возникает необходимости, потому как в селе работает уже налаженная система. Каждый житель заключил договор с обществом ограниченной ответственности «Экосистема», и в течение месяца, согласно установленному графику, приезжают работники этого хозяйства и вывозится весь мусор. Вот таким образом можно сказать, что практически жители села не оставляют мусор на территории поселения. Единственное, осталось один момент, чтобы проезжающие транзитом через наше село, а это очень огромное количество людей, которые посещают и горную Ингушетию, горную местность, соблюдали чистоту, чтобы не выбрасывали мусор по дороге, у дороги, на обочинах. И если эта задача выполнена, мы можем с уверенностью сказать, что у нас практически мусора на нашей территории не будет.
Эколого-просветительская работа с жителями, организация и участие в экологических мероприятиях, вовлечение общественных объединений в решении экологических проблем – все это также относится к критериям эко-рейтинга. По ним всем система управления в селении признана самой эффективной. Однако Алкун не только эко-чистый, но и эко-богатый. Отдельная гордость – абсолютно чистая родниковая вода, которая питается все село. За счет источников в Алкуне нет проблем в перебойной подаче ни летом, ни зимой. В черте населенного пункта у нас 4 родника. Далее за селом есть 2 больших родника, которые в принципе питают все наше село. Хочу сказать, что жители пьют 100% родниковую воду, которая идет самотеком. И на территории муниципального образования еще с десяток родников, вот таких красивых родников. Это начиная от Алкуна до границы Жайрасского района. Нужно отметить, что не только жители из других сел приезжают за этой водой, даже несмотря на то, что у нас в селе есть своя родниковая вода, мы сами иногда часто приезжаем, потому что у этих родников совсем другие, иные такие вкусовые качества. Кроме многочисленных родников, в Алкуне расположен источник серной воды. К берегам Асы съезжаются со всей республики. Источники находятся по обе стороны от реки. С целью оздоровиться в серную воду окунаются даже зимой. Правда, водные процедуры не должны превышать 15 минут. После воды ощущения у меня прекрасные. Чувствую я себя хорошо. Я приехала с суставами. Я вот уже сегодня 5-6 раз приезжаю. Мне чувствуется, что действительно вода помогает. В Алкуне, как и в любом селе, жители держат домашний скот, занимаются сельским хозяйством. Однако именно в этом поселении больше всего развито пчеловодство. Алкун богат медоносными и лечебными травами, большим лесным фондом, где растут липа, лесной орех, ясень, дуб и чинар. Ингушские пчеловоды привозят свои улья сюда в сезон цветения липы. В Алкуне зарегистрировано более 20 пасечников, осуществляющих коммерческую деятельность. Остальные получают мед в домашних целях. Аша Атхамхоева держит пчел на протяжении 20 лет. В таком месте грех не воспользоваться дарами природы, считает она. Хорошая здесь собираемость. Здесь мед чистый, лечебный. Вот все, кто лечебный мед спрашивает, покупают здесь. Алкун простирается от сельского поселения Мужичи до самого Таргима. Из всех предгорных сел он ближе всего расположен к горам. Здесь проживают чуть больше 500 человек, которым важен их природный уголок. У местных жителей и гостям одна просьба – не быть равнодушными к их чистой экологии. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24. В Ингушетии реконструируют и благоустраивают дворовые и общественные территории в рамках федерального проекта «Единоросса» формирования комфортной городской среды. Финансирование региональных программ благоустройства предусмотрено в федеральном бюджете до 2022 года. Напомним, что в рамках ежегодного послания Федеральному собранию России глава государства поделился, что даст поручение выделить немалые финансовые средства на реализацию этой программы. Они направлены в 72 высокодотационных региона страны, в том числе и в Ингушетию, на софинансирование региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды. С 1 июля наша республика активно включилась в проект. На данный момент в регионе ведется реконструкция и обустройство 38 дворовых и 13 общественных территорий. Комфортные условия для проживания обеспечили и многим семьям из Малгобека. Так, на улице Базоркина взамен ветхой многоэтажки отстроили новую. Новоселье уже отпраздновали, но есть проблема. На ней подробно наш корреспондент. Несколько лет назад жильцов этого трехэтажного дома переселили в новое жилье, которое находится в 2 метрах от данного строения. С тех пор пустующая постройка постепенно разрушалась и теперь находится в совсем нелицеприятном виде. Переехали мы с этого старого дома в 2013 году, в августе месяце. Туда и мусор кидают, оттуда вонь невозможная, особенно летом. Вонь невозможная просто. Грязь. Крысы, что оттуда только не идет. Ни окон, ни дверей, нас собираются наркоманы, дети лазят на крыше. 2 раза пожар произошел, что мы вызвали пожарных. Больше всех проблем беспокоит родителей. Детская площадка расположена рядом с заброшенным домом, и малыши беспрепятственно могут забраться внутрь. Через дорогу находятся ясли и школа-интернат, но это не мешает недобросовестным нарушителям устраивать в постройке пьяные разборки, нарушая сон и покой местных жителей. Я непосредственно курирую обращение граждан
администрацию. Мы неоднократно и выезжали на это место по жалобе жильцов, мы приходили. То, что с нашей стороны были неоднократные предписания. Мы понимаем, конечно, что граждане, которые живут рядом с этим домом, это где-то и полная антисанитария, и все плохо. Нами были выписаны предписания, как раньше сказал наш начальник, и мы в Роспотребнадзор обращались, и в другие организации, и непосредственно лично к собственнику дома. Чуть позже на место прибыл владелец злополучного участка. Дать комментарий нашей съемочной группе мужчина отказался, но обещал снести дом до конца этого года. Якобы с городской администрацией заключен договор о том, что в апреле следующего года на этом месте будет построен новый 7-этажный дом. Фатима Галаева, Дана Плиева, Сурхо Кусиев. Новости 24. В селении Галашки прошла акция «Поезд здоровья». Жители смогли проверить свое самочувствие, но квалифицированных медиков. Всего по республике диспансеризацию должны пройти более 60 тысяч граждан. Репортаж Маки Келиматовой. Ленке Дзейтовой 75. За последние 4 года она стала частым гостем у врачей. Мучает и боли в сердце, и скачущее давление. Приходится много сил и времени тратить на больницы, обращаясь к врачам разных специальностей. А сегодня все необходимые услуги ей оказывают в одном месте. Всю пользу и важность диспансеризации Ленка уже давно успела оценить. Нервы, слабость, действительно. В рамках диспансеризации обследования по плану должны пройти почти 68 тысяч жителей республики. Из них больше 30 тысяч мужчин и 37 тысяч женщин. Акция здоровья в Галашке проходит под девизом «Поезд здоровья», главная цель которой – выявление различных заболеваний на ранних стадиях – сердечно-сосудистых, желудочно-кишечного тракта и онкологических. Прием пациентов ведут офтальмолог, гинеколог, маммолог, эндокринолог. Здесь же можно пройти флюорографию. Диспансеризации подлежат 1137 человек, то есть это по плану они у нас подлежат. На данный момент диспансеризацию прошли 873 человека. Выявлены такие заболевания, как гастриты, холецистит, панкреатиты. 2 случая онкологических больных. Самое главное – здоровье. Жители охотно и с желанием приходят на обследование, массово посещая специалистов. Острый хронический бронхит и سنديال أحطهم ديارش تحيين رخصوص. ديك دقدي خامدة بقدر يعالج ونخوش جوه ده أختي بيزش تعلمتي مسدو هم حيلزر نيورولوج إندكرينولوج مسنح شقبال يعتوب أخ سنديال دقير أخاش تليفون حتى خاوس اشتباه كالورجبة. أبي نقص ديسبنسرات شقوال مش تدويس паспорт здоровья هي سي مالا слабо метик مالا здоровье مشاهي زراني خيش ديك مديان اشتحش آرمان أبي نقص حد أكل يسبوت وهاو إندكرينولوج وهاو مثلا يبارك سبيشاليست مالا وتحرج قوات شو По итогам диспансеризации каждому пациенту выдадут паспорт здоровья с рекомендациями и заключением медиков. Мака Келиматова, Рамзан Зурабов. Новости 24. Истории людей, их судьбы и то, как они меняются под воздействием наркотиков. Все это вскоре предстанет перед зрителем Русского музыкального драматического театра в новой постановке «Обреченные». Сейчас в театре проходят репетиции. Премьеру спектакля зрители смогут оценить в конце этого года. Репортаж Амины Боковой. Что, не можешь подождать, что ли? Сейчас он приведет новенького, и вот вместе и уколется, говорю. Что ты упал так бы? И что там твоя котельня, что? Да взлетела котельная, чё? На. Оба-на, салам алейкум. Алейкум салам. Тоже что ли? Познакомьтесь, это мой самый лучший друг, однокурсник Берт. Совсем не чеховский лексикон на сцене музыкально-драматического театра. Барыги, подельники и кайф. Постановка «Обреченные» состоит сплошь из жаргона, что неудивительно, ведь история человека, попавшего под влияние наркотиков, по-другому не пишется. По сценарию главный герой Берт учится в университете. Готовится к свадьбе, кажется, что счастье вроде бы не за горами. Однако Берт знакомится с новым другом, который впоследствии оказывается наркоманом. И вот твой друг идет в отель. Ты знаешь, в его присутствии мне как-то не по себе. Другое дело Тимур с Магом. С ними ты смеешься, улыбаешься. Стоп, хорошо. Друг наркоман, Оля. Мадина Костоева играет в спектакле «Розу», возлюбленную Берда. На глазах у девушки ее любимый человек борется с соблазном наркотиков. Роза всячески пытается ему помочь.
Главной героине, да, вот интуиция подсказывает, что это плохой человек, и она говорит, что лучше ты с ним не общался бы, потому что я чувствую, что что-то не так, потому что его взгляд. То есть, в принципе, она чувствовала, что что-то происходит, да, что нехорошее, что этот человек плохой человек. Спектакль поставлен по пьесе Бориса Шадыжева «Золотой укол», однако позже название постановки решено было сменить на «Обреченный», что ближе к судьбе героев. По задумке режиссера-постановщика Ахмеда Альянова на сцене будет минимальное количество декораций. Актеры будут появляться из темноты и уходить во тьму. Такой оригинальный творческий прием направлен на то, чтобы показать ту трагедию, которая постигает героев постановки. Когда в доме кто-то болеет этой болезнью, понятно, что все цвета радуги исчезают, остаются только черные, серые цвета. Поэтому мы пока хотим все уйти в черный цвет, а там понятно, что без белого мазка, без чистоты, без лирики, без романтики не обойдется. Одного из главных отрицательных персонажей играет Рустам Евлоев. Ему досталась роль наркоторговца. Наркомания – это одна из самых злободневных проблем, стоящих перед нашим обществом, считает Рустам. И чтобы искоренить ее, необходимо приложить максимум усилий. Спектакль «Обреченный» в этом плане один из самых мощных рычагов для достижения этой цели. Для меня, в принципе, такая роль, она впервые. Никогда не приходилось играть мне. Барык где-то в интернете, может быть, я и показывал, что продавать лирику, там таблетки, есть мои ролики, тоже это плохо. Но тут уже надо получается, на профессиональную сцену вывести это все, чтобы... «Обреченный» ставится в рамках федерального проекта «Единой России. Театры малых городов», в котором приняли участие 4 ингушских театра. На выделенные для реализации проекта средства подготовили сцену и закупили оборудование, которое, кстати, впервые представили на прошедшем к 25-летию республики праздничном концерте. Наша республика получила на реализацию федерального партийного проекта «Театры малых городов» около 20 миллионов рублей в этом году. А сам проект он подразумевает еще и реализацию в течение 2018-2019 годов. Конечно же, приобретено уже оборудование, так сказать, и материально-техническое обеспечение, это в виде сцены, в виде автомобиля, для того, чтобы уже театр сам мог и гастролировать, и отдаленные села, так сказать, Республики Ингушетия имели возможность увидеть их труд уже на своей сцене. Тема наркомании стоит очень остро в современном мире, и важно не просто освещать ее, а использовать в борьбе с этим явлением самые разные подходы и методы, уверена творческая команда. Премьеру спектакля зрители смогут оценить в конце года. Амина Бокова, Далия Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.